Наш эфир продолжают новости из студии на открытом воздухе. Это News on Air, и я его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы вам расскажем о том, что происходит в республике. Наши корреспонденты поведают о мероприятиях в Якутии. Мы поговорим об активном отдыхе и, конечно, покажем потрясающие кадры, снятые на открытом воздухе. Серебряных волонтеров, главное, ребята, сердцем не стареть, состоялся в Якутске. В столицу съехались волонтеры почтенных лет из разных уголков нашей республики. В программе были мастер-классы, психологические тренинги, выставка, работа пожилых мастеров, встречи и обмен опытом. Организатором фестиваля выступил ресурсный центр социальной защиты «Победа» при Министерстве труда и социального развития. Волонтерское движение среди граждан старшего возраста России получило свое развитие в рамках проведения 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи еще в 2014 году. В Якутии же движение серебряных волонтеров получило свое начало в 2018. Собирали там вещи какие-то теплые, потом их раздавали или продукты. То есть раньше это называлось благотворительность, а сейчас это называется волонтерство. Почему серебряный? Потому что у нас в районе каждый председатель, он человек уже в возрасте. Вот. И все равно они этим делом занимаются. То есть тем же волонтерством они занимаются. И когда нас сюда пригласили, мы, конечно же, решили чтобы поделиться своим опытом и Также в эти дни в Чурапчинском районе, селе Сылан, прошло торжество, посвященное 110-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР и Якутии, известного общественного деятеля Георгия Прокопьевича Башарина. В связи с этим в школе имени профессора провели мероприятия, приуроченные к юбилею, такие как конкурс классных часов, республиканская просветительская акция «Башаринский диктант» и научно-практическая конференция «Башаринские чтения». Также прошла презентация книги «Самая настоящая красота в науке», рассказывающая о научной работе профессора с 1993 года. Я посмотрела на школу. Это то, о чем мечтал Георгий Прокопьевич. Это просто храм знаний получился в родном Сыланском вузе. Большое спасибо коллективу школы, который отвез меня, нас, гостей, на родной Алас моего дяди и моего папы Василия Прокопьевича Башарина. Поговорим и о различных соревнованиях, которые проходят у нас в республике. Так, на днях состоялись состязания среди охотников Баяна и в Амгинском районе. Команды соревновались в сборке и разборке автомата МЦ-2112, в прорубании лунки, в разведении костра, в кипячении чая, отвечали на вопросы интеллектуальной викторины, а также приняли участие в эстафете. Кроме этого, прошло личное первенство по заезду на Буране. По итогам, набрав наибольшее количество очков, первое место заняла первая команда Чекырского наследия. Следует отметить, что от этого наследия ежегодно принимают участие 2 команды. Все победители соревнования были вознаграждены денежными призами. Команда-победитель представит Амгинский район на республиканских соревнованиях. Данное мероприятие в нашей республике проводится уже в 10-й раз. Впервые День охотника был учрежден главой республики в 2012 году. Вот, получается, это юбилейное мероприятие у нас. Сегодняшнее мероприятие у нас проходит по положению по республиканскому положению, которое будет проходить 1-2 апреля в Чурапчинском районе, в Чурапче. И вот победившая команда у нас получает шанс поучаствовать на республиканском состязании. Тем временем впервые на Нюрбинской земле для объединения людей разных национальностей, для широкой и яркой пропаганды самобытной и уникальной культуры народов Севера состоялся День встречи Солнца. Гости мероприятия специально для жителей провели обряды, показали концертные номера. Была организована выставка, показывающая культуру и самобытность коренных жителей малочисленных народов Севера. Самое это главное, мы показываем народам нашей республики, какие есть обряды, традиционные праздники, традиции народов севера нашей республики. И, например, здесь в городе Нюрба очень много выходцев из северных и арктических районов, так же как в Нюрбинском районе издревле жили тунгусы, поэтому каждый хочет знать культуру. Вот сейчас идет такая тенденция, очень хорошая положительная тенденция по возрождению
культуры вот в районах, и это очень отрадно. Ну а в Алдане проводили русскую зиму. Из-за пандемии народные гуляния откладывали на 2 года, поэтому население города с удовольствием вышло на улицы. По традиции, на проводы русской зимы в Алдан приехали гости из Мегино-Кангаласского района, чтобы укрепить отношения и дружбу серпа и молота, которая длится вот уже более полувека. На празднике побывал и Руслан Павлов. Очередное повторение пройденного материала, ведь в гостях нужно быть на высоте. Танцевальный коллектив «Айтын» из Мегино-Кангаласского района приехал в гости к алданским друзьям принять участие в шествии по случаю проведения праздника «Проводы русской зимы». Делегация мегинцев принимает участие в данном мероприятии уже 54 года. Дружба серпа и молота непоколебима и только крепнет с годами, тем более, что из-за пандемии не виделись 2 года. Эта дружба должна прирасти к нашим детям, нашим будущим поколениям, чтобы эта дружба крепла, потому что мы живем в единой России, и мы сыновья природы нашей республики Саха-Якутия. История отношений между промышленным алданским и сельскохозяйственным Мегино-Кангаласским районами уходит в советские годы. Начавшиеся с культурного обмена как раз на проводах русской зимы, они переросли в социально-экономические и праздник дружбы серпа и молота. Сейчас у нас связи только, можно сказать, в области культуры и образования. Есть планы для развития наших связей в сфере сельского хозяйства, торговли. Мы все-таки хотим полноценно принимать сельхозпродукцию Мегино-Кангаласского улуса в нашем Алданском районе. И я думаю, что в ближайшее время мы все-таки какие-то решения в этой области примем. Фермер Иван Аргунов неоднократно приезжал с делегацией на праздник. На этот раз получил звание лауреата премии «Дружбы серпа и молота». Ее материальный эквивалент невелик, небольшие подарки, зато очень значим сам статус. Иван Дмитриевич верит, что в нынешнее непростое время экономические связи будут только шириться. Сейчас логистика очень уже хорошая стала, дорога хорошая стала, не в те года. Угу. Почти асфальтированная дорога, да. Угу. Железка тоже есть, с битья туда. Все можно тут возить. Дружба двух районов крепнет на разных уровнях. Взойдя на культурной почве, она продолжает давать плоды, объединяя разные стороны жизни и населения двух районов. Нам всем это нужно. Приход весны, приход радости. Мы все наконец-то поправляемся. У нас все здорово и замечательно. Мы русские, мы сильные духом, и это просто прекрасно. Встретив очередную календарную весну, жители двух районов разнесли по домам частичку человеческого тепла, тепла дружбы, добрых отношений и уверенность, что в будущем все будет хорошо, несмотря на приходящие зимы и метели. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Безусловно, это март, тот самый месяц, когда во многих регионах распускаются деревья и цветы. Но в Якутии это самое подходящее время для катания на лыжах. Одно из любимых мест для активного отдыха нерюнгринцев – клуб «Высотник». В выходные здесь всегда многолюдно. Спортсмены оттачивают свое мастерство, молодежь катается на сноубордах, а для самых маленьких – ватрушки и санки. В минувшие выходные на склоне горы Брусничка собрались любители и профессионалы горнолыжного спорта, болельщики и участники. Сегодня мы проводим первенство Нерюнгринского района по горнолыжному спорту. 2 вида – гигантский слалом и специальный слалом. Принимают участие все желающие. Возраст неограниченный, ни сверху, ни снизу. Поговорим и о спорте. Копилку достижений нерюнгринских спортсменов пополнила еще одна победа. В этот раз медаль привез Руслан Никитин, завоевавший первое место в первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей в возрасте 15-16 лет в весовой категории 57 килограмм. О победе якутянина с подробностями Ирина Жданова. Спорт – это тяжелый труд и самоотдача. Воспитанников школы бокса учат этому с самых первых занятий. Руслан Никитин тренируется в зале каждый день. Приезжает на тренировки из поселка Чульман. Привел меня в спорт мой папа. За это благодарен я ему. Начал заниматься. Это мое любимое дело. Я очень люблю
вид спорта бокс. За 5 лет за плечами участие и победы в соревнованиях районного, республиканского и регионального уровней. Финал дальневосточного турнира по боксу прошел в городе Благовещенске. Мероприятие было посвящено основателю спортивной организации «Русь молодая» Семену Лисунову. Молодые юноши со всего Дальнего Востока боролись не только за кубки, но и за путевку на первенство России. Наш регион будет представлять боксер из поселка Чульман Руслан Никитин. В финале дальневосточного турнира по боксу в Благовещенске Руслан занял первое место в весовой категории 57 килограмм. Руслан Никитин занимается у меня где-то лет 6 уже. Он живет в поселке Чульмане, но в город ездит сюда заниматься к нам. В 2019 году он первый раз выиграл республику, первенство республики. И вот сейчас в этом году он поехал тоже на первенство республики, стал первым там, провел там 3 боя. Потом завоевал путевку право боксировать на первенстве Дальнего Востока. Тоже там отбоксировал, провел 4 боя. И завоевал путевку право боксировать на первенство России. Всероссийские соревнования пройдут в подмосковном Чехове с 9 по 17 апреля. Тем временем в школе бокса на подходе новая смена. По технике не уступающая своим старшим товарищам. Меня привел сюда старший брат. Я очень хотел заниматься боксом. Меня сначала отвели на борьбу, мне не понравилось. Я ушел с борьбы, пошел на бокс, мне понравился этот вид спорта. Я начал заниматься этим видом спорта, мне понравилось. В последнее время желающих заниматься боксом в Нерюнгри становится все больше, так как этот вид спорта развивает не только физические данные спортсмена, но и такие качества, как целеустремленность, сила воли и дисциплинированность. То, что пригодится в жизни каждому человеку. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. И в завершении поговорим о гонках на машинах, которые вряд ли оставят кого-то равнодушными. Так, близ Тулагина прошли ставшие уже традиционными республиканские соревнования «Ха-Раян», Кубок Якутии. В них приняло участие 35 автомобилей из автоклубов многих районов республики. Помимо основных этапов состоялись также и состязания автоледи. В 4-й заключительный этап «Ха-Раян» удалось пройти 15 лучшим водителям-спортсменам. Суперприз чемпионата – денежный приз в размере 500 тысяч рублей, который достался команде из Татинского района. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.